19 декабря отмечается Международный день помощи бедным. Он был учрежден Организацией Объединенных Наций в 1995 году. По данным экспертов из разных стран мира, уже в конце 20 века около четверти всего населения планеты, а именно около 1,5 миллиарда человек, находились за чертой бедности. А проведенные исследования в этой области показали, что в период с 1999 по 2007 годы от нищеты умерли 300 миллионов человек. На сегодняшний день, даже несмотря на то, что мировая экономика развивается стремительными темпами и все больше людей могут похвастаться высоким уровнем жизни, бедность значительной части населения мира продолжает оставаться одной из главных проблем любого развитого общества. Поэтому во всем мире считается важной и необходимой задачей оказывать поддержку малоимущим. Социально уязвимые слои общества, которые нуждаются в помощи, к сожалению, есть и в Абхазии. С ними в тесном контакте работают специалисты службы социальной поддержки семей и детей. Мы работаем в тесном сотрудничестве с местными администрациями, со всеми структурами и ведомствами, которые в контакте с детьми. Сигналы мы получаем отовсюду, сигналы приходят из школ, садиков, сигналы приходят от медучреждений, также от частных лиц. Сигналы могут быть анонимные, есть самообращение. То есть в сигнале не всегда вся информация, которая соответствует действительности. Специалисты первым делом выезжают в семью и уже работают внутри совместно с семьей, собирают информацию, проводят как первичную, так и комплексную оценку, связываются со всеми учреждениями и людьми, которые непосредственно в контакте с детьми, с конкретной семьей, и уже после выявления той или иной проблемы вырабатывается план помощи, который совместно с семьей семья хочет получить на выходе. Бедные и богатые люди есть в любой стране. Главное, в какой пропорции. Бедность определяют как отсутствие материальных средств для полноценного и здорового существования. За чертой бедности находятся многие многодетные семьи, семьи с больными детьми, инвалиды и пенсионеры, не имеющие возможности работать. Бедность не позволяет человеку полноценно участвовать в жизни общества и раскрыть свой потенциал в полной мере. Очень печально, когда дети из малообеспеченных семей при одинаковых способностях имеют меньше шансов добиться успеха, чем их сверстники, проживающие в семьях с достатком. Работаем с различными категориями, от самого простого до сложностей в семье. Если, например, элементарно не оформлены документы или же ограничен доступ к тем или иным услугам, и в семье есть дети с ограниченными возможностями, или же есть признаки насилия и неадекватной опеки со стороны родителей. На сегодняшний день на учете службы социальной поддержки детей и семей состоит более 700 семей. Это около 3000 человек. Это те семьи, с которыми ежедневно проводится комплексная работа, они находятся под сопровождением. И это не означает, что эти семьи, они наши постоянные клиенты, подопечные, они могут меняться. То есть на сегодняшний день, если ситуация в семье благополучно разрешилась, то мы снимаем их с нашего учета, периодически проводим мониторинг, и мы рады и счастливы, что у них в семье все благополучно. В рамках своей деятельности специалисты по социальной работе способствуют улучшению экономического статуса семей в трудных жизненных ситуациях. Так, в прошлом году 12 молодых людей, стоящих на учете в службе по Гдаутскому району, и 18 человек по городу Сухум были включены в программу одной из международных организаций по обучению профессиям с возможностью последующего трудоустройства по ряду востребованных специальностей, таких как мастер в салоне красоты, сборщик мебели, автослесарь, сварщик. Как добавила Алина Базба-Агарба, бывают такие чрезвычайные ситуации, когда уязвимость семей резко возрастает. Примером является пандемия COVID-19. Осенью 2020 года в связи с ситуацией COVID-19 многие семьи остались с проблемой один на один. Специалисты по социальной работе провели непростую работу, комплексную оценку потенциала и внутренних ресурсов семьи. И таким образом 84 семьи при помощи оценки специалистов по социальной работе получили сельскохозяйственную помощь в виде различной техники, предоставленную международной организацией ЮНИСЕФ, для того, чтобы семья смогла самостоятельно дальше пользоваться.
С бедностью и голодом постоянно ведут борьбу многие государственные и благотворительные организации. Одна из них, Всемирная организация движения против голода, работает и в Абхазии. Она оказывает помощь неполным семьям, матерям-одиночкам и людям с ограниченными возможностями. За последний год помощь от организации получили около 15 тысяч человек. Знаете, у нас направление такое, что, например, сельское хозяйство есть и фермеров, да, с которыми мы работаем, но есть там тоже малоимущих людей, и мы помогаем через разные деятельности сельскохозяйственные малоимущим людям. Проводятся программы, особенно в восточной части Абхазии. Это программа, которая профинансирует международным организациям УВКБ. И совместно с этой организацией эти проекты мы имплементируем в Абхазии. Тоже там есть фермерские группы, например, когда 3 хозяйства совместно работают, мы обеспечиваем все оборудование, которое нужно, если трактор, мини-трактор или мотоблок, теплица, например, маленькая теплица за малоимущих. И у нас есть разные критерии, что где просто одна женщина с много детей или старики, но которые могут работать, и они просто обеспечивают себе, как сказать, основные блюда для себя, и так мы их помогаем. И тоже мы проводим для них не только что отдаем, да, это оборудование, но учеба проводится, как надо работать на почве, на земле, с теплицом, как надо работать. Это очень интересные программы. Еще одна международная гуманитарная организация World Vision не первый год оказывает помощь малоимущим семьям Абхазии. Наше внимание в большей мере сфокусировано на уязвимых семьях, на семьях с низким достатком и даже на семьях, которые находятся за чертой бедности. Мы имеем дело, как правило, с семьями, которые находятся в ситуации хронической бедности. Да? То есть это не случилось вчера, это случилось очень часто из поколения в поколение уже, да, передается. И, естественно, у взрослых людей в этих семьях очень часто теряется вообще какая-то вера в то, что они могут что-то изменить. Теряется мотивация что-то делать, потому что все плохо, ничего не меняется. За время пандемии World Vision помог 140 уязвимым семьям из 40 сел республики. Работа в этом направлении продолжается и сейчас. К сожалению, тема борьбы с бедностью, она актуальна была и до пандемии, к сожалению, да, и она становится более актуальной сейчас, во времена пандемии, потому что тот социально-экономический кризис, который вызвал этот вирус во всем мире и у нас в Абхазии в том числе, он в большей степени, конечно, бьет по менее защищенным семьям, по уязвимым семьям. И, как говорят, последствия этого кризиса мы еще долго будем с ними сталкиваться. Это означает, что угроза для благополучия детей из малоимущих семей будет сохраняться еще долго. Семья как маленькое государство, и чем больше счастливых и благополучных семей, тем выше социально-экономический уровень всей страны. Для построения устойчивого будущего необходимо активизировать усилия для полной ликвидации нищеты и любых проявлений дискриминации. Права человека должны в полной мере действовать в отношении всех людей. Сария Кварацхеля, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.